Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Учились в Новосибирске. Вот я говорю, мы туда приехали в июне, в начале даже, да, в конце мая даже, по-моему, так. В июне мы уже приняли присягу. 18 июня присягу стали учиться на радистов. Вот. И учились до таких пор, что тоже в марте месяца следующего года, уже 45 марта, нас в Москву привезли из Новосибирска. Но мы уже были радисты 2 класса, это уже радист довольно-таки. И на 1 класс уже стали сдавать. Это самое высшее. Почетно. Это самое. В марте мы приехали, а в мае война кончилась. Нас никуда уже на фронт мы и не попали. То есть вы не воевали? Нет, я не, на фронте я не был. Потому что вот мы учились, у нас даже 3 класс, самый низкий, и то не отправляли еще на фронт. Мы учились на этом самом, как говорится, не просто в школе, а как в институте, если так перевести, чтобы нас выпустили первоклассными радистами. Потому что работать мы должны были вот на кораблях, допустим, дальнего плавания или где-то, ну, радисты 1 класса должны. Вот, и мы и застряли в Новосибирске, потому что так получилось, что мне 17-то исполнилось уже в армии. Мы начали, когда учиться, уже приняли присягу, и все, а там азбука Морзе, ты пищит целый день вот так. 10 часов занятия было. Учили нас на слух работать. Ну, я, потом был из Тобольска парень, один из нахрачей. Юрка Григорьев, это я его давно знал, и этот Сашка Трофимов. Вот мы 3 собрались, первый, ну, месяц не проучились, наверное. Приходим к старшине, командиру взвода нашего. Что надо вам? Отправляйте нас куда угодно, не будем учиться. Отправляйте на фронт нас. Мы не, ну, вот таким макаром. Он посмотрел на нас, вот так, и нас хорошим русским матюгом. Ага, вот, говорит, куда вы, молокососы, нужны на фронте? Что вы будете делать там? Дескать, это самое. Ружья, винтовки вы держали в руках? Нет. Автомат хоть видели? Нет. Ну, а пушечное мясо, говорит, нам на фронте не нужно. И так, говорит, тоже миллионы там молодежи погибли. Пошумел. Потом уже видит, что мы чуть не плачем стоим. Он говорит, вы присягу приняли? Приняли? Ну, приняли, так точно. Так вот, говорит, Родина вас послала вот сюда. И вы, говорит, должны исполнять то, что вам Родина просила. А я, говорит, тоже присягу принял. И, говорит, должен вас выпустить классными радистами, а не какое-нибудь пушечное мясо. Ведь на фронте, смотрите, сколько молодых погибло. А кто, говорит, будет пополнять после победы-то,
кто будет выполнять общество-то наше. Да, да. Девчонки у вас, говорит, скучают ведь по вам. Вот так. Потом говорит, ну ладно, на первый раз, говорит, вы. Наряд не в очередь, говорит, вам на первый раз хватит. А говорит, если еще будете симулировать, так говорит, да на купахте побудете. Ну, что? Слушаю, все. Ну вот идите, говорит, к старшине и скажите, что я вам дал это самое, наряд не очередь. Помоете в казарме полы, немножко одумайтесь. Вот видите как. Ну, куда деваться? Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.